Фарис из Саудии. Ассаляму Да, алейкум. говорите. Ва алейка ассалям, Фарис. Дай Аллах вам хорошего вечера, шейх. Амин, дорогой брат. И прошу его продлить вашу жизнь и уберечь и Амин, сохранить. иншаллах. Хорошая тема телепередачи сегодня и вчера, но у меня проблема, шейх. У меня большая Так. проблема. Я, дай Аллах вам долгих лет, решил жениться. Но думаю, надо сначала на нее взглянуть. Посмотрел? На нее и маму. Увидел ее и ее маму? Да, шейх. Но она и прихорошилась. И лицо, и руки, и ресницы. Она мне так сильно понравилась. Но Хорошо. я и решился. Красивая, думаю. Заплатил ей махар, забрал ее. Ну и первую ночь. А как на утро проснулись, я ее не узнал. От ресниц ничего не осталось. И руки ее не те. И от волос даже половины нет. Никак не мог ее узнать. Получается, тебя обманули. Ну да, Пусть получается, Аллах обманули. смилуется над тобой. Я думаю, кто это? Только по голосу потом понял. Хорошо. Нет, но вам-то смешно. Ну а что я могу сделать? Послушай, я не виню парней. Это беда. Беда, шейх. Я же не стал брать в жены из своих родственниц, из дочерей знакомых. Теперь они все Так. будут в шоке. Послушай, Фарис. Ну вот что ему сказать? Послушай, Фарис. У меня теперь большая проблема. Огромная проблема. Послушай. Послушайте меня, шейх. Дай Аллах рая вашему отцу. Я же позвал друзей, родственников, похвалился. Ясно. Что мне теперь делать, шейх? Если бы вы знали, как она накрасилась, харам. В наше время девушки... Послушай, Фарис. Глаза могут поменять цвет глаз. Как называется то, что в глаза вставляют? А? Линзы. Видишь, братья здесь уже знают, с опытом. Второе — ресницы. Их тоже можно удлинить. А волосы? Можно, чтобы вообще до пола доставали. Да, шейх, даже половины не осталось от того, что было. Во-вторых- Аллахом клянусь, я только по голосу ее с утра узнал. Спрашиваю ее, что с тобой произошло? По отпечатку пальцев. Послушай, сейчас девушки даже кожу отбеливают. Дай Аллах помощи братьям в этом. Какой же теперь у меня выход? Что теперь делать? Как быть? Так еще у меня сестра властная и с острым языком. Она властная. Теперь будет позорить меня. Шейх, клянусь Аллахом, я в тяжелом положении. Хорошо. А что ты сам думаешь? Какой думаешь выход? Думаю расстаться. То есть развод? Я с ума схожу, клянусь Аллахом, шейх. Ну, Я не знаю, какой выход. надеюсь, что Аллах укрепит любовь между вами. Нет, нет. Какая любовь, шейх? Не будет любви. Невозможно, значит? Я женился. Она мне понравилась, да и семья у нее хорошая. Теперь они будут в шоке. Поймите меня, шейх. А невеста оказалась сюрпризом. И вся моя семья теперь ее увидит. Фарис, а сколько ты уже женат на ней? Сколько лет? Каких лет? Всего неделю назад. Шейх, ну что вы смеетесь? Ну а что делать? То есть ты хочешь, чтобы я подсказал тебе выход из этой ситуации? Никто не сможет понять, насколько это сложно. Послушай, Я не хочу ее расстраивать. послушай. Проблема в том, что ты допустил ошибку с самого начала. Почему ты сначала не отправил свою маму Да я посмотреть на сам ее нее? видел. Почему ты не отправил маму? Она бы увидела этот подвох. Да нет, я сам ее хотел увидеть. Своими глазами. Увидел ее руки. Обманула тебя. Такие красивые руки были. А ногти накладные. А глаза. Какие длинные были ресницы. И волосы до колен. А потом не осталось ни волос, ни пальцев, и от ресниц ничего не осталось. А глаза малюсенькие. Что мне теперь делать? Я даже не знаю, что тебе делать. Я говорю, я знаю, что ты от меня хочешь. Ты хочешь услышать, чтобы я сказал тебе «разводись». А я не скажу этого в любом случае.
Я говорю, не проявляет верующий ненависти к верующей. Если ему не нравится в ней какая-то черта характера, то понравится другая. Нет, я все равно с ней разведусь. Значит, развод? Без вариантов? Тут без вариантов. Но разве это не харам? Послушай, Фарис, давай оставим это не для эфира. А то сейчас люди возьмут фетву и скажут, смотри, что Васим сказал, что сделал. Да, это мое дело оставить ее или развестись. Это наша с ней проблема. Правильно. С ней будем решать. Я хочу посоветоваться с вами вот в чем. Вот этот обман. Нет, нельзя, конечно. Ресницы, Она совершила грех. волосы, руки. Это не разрешается. И накрасилась. Нет, нет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Послушай, бедняга. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал одному из ансаров: «Посмотри на нее. Поистине в глазах ансаров есть что-то». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что есть какой-то недостаток. Поэтому по сунне, если жених видит невесту, она должна показаться такой, какая она есть на самом деле, без украшения себя. В итоге тебя так и обманули. Понимаешь? Ты хотел красоты, и это твое право по шариату. Женщину берут в жены из-за 4 вещей. Одна из них — из-за ее красоты. А с утра проснуться и обнаружить, что она с виду как мужчина. Даже как старик. Аллах велик. Поэтому у тебя сейчас 2 выбора. Надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Пусть Аллах убережет ее и простит таких женщин. О Аллах, прости им. Нельзя же так Да, обманывать конечно. своего мужа, да и вообще никого. Я все равно верну ее обратно. Даже несмотря на то, что меня опозорит моя сестра, будет говорить: взял, потом бросил. Прошу у Аллаха помощи. Прошу Аллаха вознаградить Аминь. вас благом, шейх. Спасибо. И проявить милость к Пусть вашим Аллах родителям. проявит милость к моим и к вашим